Как мама 4 детей, я могу сказать, что Лего — это самая полезная игра. Не ради рекламы, не ради красного словца. Насколько полезно Лего в развитии мелкой моторики. Соответственно, если мелкая моторика будет хорошо у него развиваться, у ребенка и креативное мышление будет лучше. Всем привет! Меня зовут Парвуна. И я представляю Лего-центр Kidscraft. Я менеджер по продажам. Начиналось все довольно банально. Раньше мы заказывали игрушки за рубеж, просили друзей привозить, кто ездил в командировки. Потом переправляли как-то по знакомым, просили в аэропорту кого-нибудь переправить. Но пандемия сделала свое дело, и встал вопрос приобретения хороших игрушек. Мы решили открыть магазин. Как мама 4 детей, я могу сказать, что Лего — это самая полезная игра. Не ради рекламы, не ради красного словца. На примере моего старшего сына я могу привести пример. Ребенок очень неусидчив, очень гиперактивный. И когда он приходит в Лего-центр, то он может час сидеть и собирать Лего. Ребенок, который и 10 минут не может усидеть. Насколько полезно Лего в развитии мелкой моторики. Соответственно, если мелкая моторика будет хорошо у него развиваться, у ребенка и мышление будет лучше, и креативное мышление будет лучше. То есть навыки конструирования, выдумывания из, допустим, не обычной сборки, а вот, допустим, даже из этой ванной дети могут собрать что-то на свое усмотрение, без схемы. После того, как мы открылись, когда появились финансы, когда появилась возможность, мы составили договор еще и с другими, помимо Lego Group, с другими брендами, хорошими, качественными игрушками, как LOL, как Hasbro, Barbie, которые представлены в нашем магазине. Идея открытия центра пришла сразу же, потому что мы хорошо осознавали, хорошо понимали покупательскую способность таджикистанцев. Мы решили, что все дети должны иметь доступ к таким игрушкам. Поэтому для тех деток, которые родители не могут позволить купить игрушку, они могут прийти к нам в центр и собирать игрушки. Те, которые они хотят, детям даются каждый раз разные наборы. Мы постоянно пополняем свой запас игрушек. Помимо этого у нас есть специалисты, которые обучают деток. Помимо сборки Лего в нашем центре дети могут заниматься крафтингом, рукоделием. У нас есть клуб читателей книг для детей. Еще у нас во время каникул функционирует детский лагерь. Раньше было намного все легче до вот этих военных конфликтов, которые произошли. То есть мы раньше доставляли груз товарным самолетом до Узбекистана. С Ташкента до Душанбе доезжало, и того занимало 2 недели максимум. И после всех происшествий, которые творятся в мире, мы вынуждены ждать до 2 месяцев свой товар, потому что он добирается фурами с Европы. И, соответственно, сумма перевозки возросла на 60%. И это все очень отражается на ценовой политике нашего продукта. Довольно-таки сложно продавать здесь Лего, потому что очень часто мы сталкиваемся с вопросами, почему так дорого. И каждый раз мы должны объяснять, это одна из сложнейших в нашем бизнесе, объяснять, что Лего во всем мире дорого, что Лего — это премиум-класса игрушка, и что она очень полезная, что пластмасса Лего не вредны для ребенка, даже если он ее будет грызть, это дети. Что аналоги, которые у нас представлены в Таджикистане, намного дешевле, но есть сложности в сборке, есть сложности в том, что пластмасса дешевая, она может принести вред ребенку. Успех к нам пришел в виде комментариев и отзывов родителей. Как такого успеха у нас финансово, наверное, пока еще нету, потому что весь доход мы вкладываем в оборот наш и привозим все новые и новые бренды, развиваемся, расширяемся. Самый главный наш успех — это счастливые клиенты, которые приходят и которые, когда уходят, дети, которые плачут, не хотят уходить с нашего центра. Наши постоянные покупатели, их отзывы в соцсетях и комментарии, благодарности.
Конечно же, как и в любом бизнесе, у нас тоже бывают моменты, когда мы теряем вдохновение, когда руки опускаются, особенно когда ты проводишь много встреч и к тебе возвращается всего один клиент. Но мы очень стараемся внедрять Lego, ищем потенциальных клиентов в тех же садах, дошкольных, раздаем листовки, привлекаем детей, проводим дни открытых дверей, где ребенок может прийти и бесплатно собирать игрушки. Ну, наверное, самым большим уроком была вот эта вот выдержка, терпение, которую нам пришлось проявить в течение этих нелегких 2 лет. И я так понимаю, что вся команда Kidscraft, наверное, вынесла для себя такое решение, что ничего так легко не дается в бизнесе, и что терпение, только терпение и труд. Наверное, наша история еще, главное, пишется. И несмотря на все трудности, мы бы хотели развиваться и расширять свой центр. Ну, как минимум, чтобы в каждом городе, в каждом районе был один маленький Лего-центр, в котором дети могут приходить и собирать конструкторы Лего. Развиваться, несмотря на свое финансовое положение, несмотря на то, что могут купить дети Лего или нет, чтобы это было доступно для детей.